Такое можно увидеть только раз в 4 года, и пока только в Дубае World Air Games собирает лучших скайдайверов со всего мира. Невероятные по сложности трюки выполняются только профессионалами. По масштабу, количеству участников и виду соревнований эти игры называют воздушной олимпиадой. На прошедшем соревновании в Дубае выступила и сборная России. Изучить международный опыт проведения World Air Games в Дубае отправился и помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов. По его словам, совсем скоро подобные соревнования будут проходить и в Чечне на базе Международного учебного центра сил специального назначения. В комплекс входит так называемая дроп-зона. Она состоит из главного корпуса площадью 6500 квадратных метров, отелей на 500 мест, 2 взлетно-посадочных полос, аэродинамического комплекса с трубой диаметром 5 метров и ангара для самолетов. Провели очень много встреч, все встречи были очень плодотворные. Встречались и с руководителем ФАИ, это Международная федерация парашютных видов спорта, и с руководителями дроп-зоны, и с министром спорта Дубая, и также, кроме этого, с организаторами мероприятия. То есть для нас это очень, очень хороший такой передовой опыт, и теперь мы точно знаем, что наша дроп-зона, она будет, не буду говорить, что лучшей, но одной из лучших и самых передовых. Комплекс позволит принимать соревнования мирового уровня и готовить специалистов высочайшего класса. Большое преимущество в тренировках дают климатические условия региона, благоприятная роза ветров и преобладание безоблачной погоды и ясных дней. Ведь еще сборная Советского Союза тренировалась именно на территории Чеченской Республики. То есть, естественно, нам было интересно, как наши коллеги проведут данные соревнования, на каком уровне они их проведут, потому что это очень серьезно. А вторая цель, которую мы преследовали, это увидеть, как работает одна из самых передовых, самых успешных дроп-зон в мире. То есть дубайская дроп-зона, она считается одной из самых лучших. Мы в международном центре строим целое направление, целое огромное полноценное направление для парашютных и воздушных видов деятельности. Возможностям этого центра позавидуют сотрудники любых силовых подразделений. На стадии строительства 20 открытых галерей, закрытый стрелковый комплекс и даже специальный аэродром. Здесь можно будет проводить десантирование, подготовку в условиях листового массива и крупных городов. С открытием этого объекта в регионе появится одна из лучших площадок в мире для подготовки спецподразделений. Асан Аль-Букаев, Хаважи Мунаев, Зелимхан Закаев. Новости.